Проснись. Потому что маленький Ахмад спросил меня: как ты можешь оставаться позитивным в мире полном ненависти, где кровь мусульман стоит намного меньше еды в твоей тарелке? Это как стоять при землетрясении и ожидать, что не будет тряски. Это как ударить кулаком по стеклянной двери и ожидать, что рука не травмируется. Ты проснулся? Как он сказал, для меня это нормально, но не ожидай, что я буду улыбаться в день, пока моих братьев и сестер из Бирмы бросают в волны, и пока бомбы падают на Палестину и Йемен. Не жди, что я буду улыбаться в такой день. Можешь называть меня молодым и глупым, но мир сделал меня таким. Так что теперь ты знаешь, кого винить. Но как так получилось? Ведь я вижу конференцию за конференцией, учебные кружки, столько тем связано с уммой. Но когда наше положение изменится? Поэтому я говорю, посмотри в зеркало, сынок. Там ты найдешь изменения. Ведь это смотрит на тебя и на меня в глаза каждый день. И проблема с уммой не в наших врагах, когда нас выкинули прочь. Дело в забытом нами вдохновении. Мы оставили путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так что ты проснулся? Ведь смотри, мы последовали за пророком, который был сиротой, за пастухом, бедным, но это никогда не останавливало его от того, чтобы стоять на том, в чем он убежден. Разница между правильным и неправильным. Он добрый вестник и всегда будет им, вдохновляющим путеводителем для верующих. Так что не запутайся. Он был человек, такой же, как ты. Поэтому поколения, которые последовали за этим примером, несмотря на то, что с ними обращались оскорбительно, им удалось изменить курс истории, хоть и не пером самого пророка. Как Ахмад бин Ханбаль, который не изменил своему взгляду на Коран. Он не был известным шейхом, братишка. Напротив, он был жертвой издевательств, заблудшей системы. Но он никогда не менял своих взглядов. Или имама Малика, которого били. Обе его руки сломали. Ведь он стоял на том, во что верил, и никогда не менял своих взглядов. Вот ты знал, что Бухари не был арабом? Но все же ему удалось собрать лучшие хадисы. Имам Навави умер молодым, но по-прежнему остается вдохновителем для тебя и меня. Так что не говори мне. Не говори мне, что ты слишком молод или слишком стар, чтобы изменить мир. Ведь для меня это просто означает испугаться преследовать мечту, или быть слишком робкими, чтобы найти легенд, которые здесь, глубоко внутри. Ведь, будь ты брат или сестра, молодой или старый, мы были облагодетельствованы ключом, как Мухаммад Аль-Фатих, если бы только мы могли увидеть. То, что мы теряем, это наше наследие. Крупицы золота нашей религии – это знания, которые мы забросили. Поэтому мы разрушаем себя изнутри. Ведь то, что ты знаешь, это информация. Но без практики она не поможет. То, что вдохновляет тебя действовать, когда мир говорит тебе «нет». То, что останавливает тебя от греха, который никто и не увидит. То, что пробуждает тебя от безрассудства. Зеленый свет, который говорит тебе «иди». Видишь? Это искра, которую мы упускаем, поэтому мы попадаем на шоу. Это свет, который убирает тьму с глаз. Это путеводное сияние верующего. И знание не дается легко, ведь ты должен делать то, что проповедуешь. Это украшает тебя скромностью. И я спрашиваю у тебя это сейчас. А ты проснулся? И если ты отходишь от окна и ждешь, что мир изменится, ведь может быть это ты, частица, которой не хватает. Может быть. Просто может быть. Ты то вдохновение, от которого ждут искру для изменений.